Парень по имени Али Банат родился в жаркой Австралии 16 февраля 1982 года. Семья маленького Али была не просто богатая, а богатая настолько, что на счетах его родителей было несколько сотен миллионов долларов. Они владели крупным международным бизнесом с представительствами по всему миру. Уже к 33 годам он владел компанией, занимающейся вопросами безопасности и электроснабжения. Молодой мультимиллионер, успешный бизнесмен, представитель местной элиты. У него было все, чего только можно пожелать в этом возрасте, да и в любом другом тоже. До осени 2015 года Али прожигал свою жизнь подобно другим богачам. Его утро начиналось в полдень, а далее одни вечеринки и встречи со своими друзьями. Он никогда не считал, сколько денег может оставить за ночь в каком-нибудь клубе. Парень не жалел денег для самого себя. Одни его часы марки Rolex стоили 60 тысяч долларов, а у него их было несколько. Про спорткары и говорить нечего. Стоимость одной Ferrari Spider доходила до 600 тысяч, а у него был целый автопарк. Однажды он решил пройти медицинское обследование, по результатам которого врачи поставили парню страшный диагноз, который был как гром среди ясного неба. Рак. Причем форма рака была настолько агрессивной, что уже достигла 4-й стадии, что Али осталось совсем немного. Месяцев 7 от силы. Конечно же, имея огромное состояние, он мог приступить к незамедлительному лечению. Но Али не стал этого делать. Он понимал, что ни о каком последующем выздоровлении не могло быть и речи, а тратить на это драгоценное время и деньги он не хотел. Как рассказывал сам парень, однажды вечером, сидя дома у камина в абсолютном одиночестве, я вдруг понял, что за свои 30 лет я так и не сделал ничего существенного в этом мире. Я осознал, что просто-напросто тратил свою жизнь на различные развлечения и удовольствия, вместо того, чтобы кому-то помочь и, возможно, сделать кого-то счастливее. Новость о серьезном диагнозе в корне изменила самого Али. Он принимает решение продать весь свой бизнес, весь свой автопарк, все коллекционные часы и трендовую одежду, дома и вообще все, что у него было, ради одной лишь цели – помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Для этого он основал благотворительный фонд Muslims Around the World. Банат принял решение прожить оставшееся время в этом мире совсем не так, как жил раньше, по-другому. Так, чтобы в последний свой день он мог взглянуть в прошлое и понять, что жизнь прошла не зря. И как оказалось, он смог сделать намного больше, чем когда-либо до этого. Изначально парень отправился в Африку, а после этого лично смог посетить около 100 разных стран и все с благотворительной миссией. В этих странах за его личные средства были построены и открыты с нуля несколько десятков бесплатных школ, там, где дети бедных родителей просто не имели возможности учиться. Таким образом, тысячи детей, которых он даже не знал, он дал путевку в лучшую жизнь. Для 600 сирот, которые оказались на улице по вине своих родителей и были брошены на верную гибель, он специально построил большие общежития со всеми коммуникациями и удобствами. Парень старался быть везде одновременно, где требовалась помощь, и делать все, что лично от него зависело, для людей, которых он никогда ранее не видел. В самых глухих деревнях и поселках, где местное население в 21 веке страдало от простой нехватки воды, парень профинансировал рытье десятков скважин. Благодаря его деньгам были построены мечеть, больница и многое-многое другое, а количество спасенных жизней даже сложно представить. Молодой человек избавился от всех своих денег на пользу бедным людям. Как-то раз он признался: «Когда у нас все хорошо, то мы редко думаем о других и не знаем цену времени. Я избавился от машин, часов и даже от одежды. Я раздал абсолютно все, что имел. Я хотел уйти из этого мира без материальных вещей с чистой душой». Что удивительно, сам парень называл рак Божьим даром, который был послан ему, чтобы осознать истинный смысл жизни и приблизить его к людям. Он понял, что богатство – это лишь инструмент, чтобы оказывать помощь другим. Он утверждал, что рак помог ему научиться видеть маленькие радости, которых он ранее не замечал. Когда маленький ребенок имеет возможность жить благодаря медицине, когда мать может напоить своих детей водой, когда отец имеет работу, чтобы прокормить семью. В своем последнем видео, уже почти обессилевший от съедающего его недуга, парень сказал: «Поставьте цель, создайте проект, который будет заставлять вас двигаться вперед, творите добро и распространяйте его по миру. Помните, что все мы уходим из жизни с пустыми руками, и все, что мы оставляем после себя на земле – наши дела». 29 мая 2018 года Али Банат покинул этот мир. Вместо предполагаемых 6 месяцев Али прожил еще 2,5 года. Похоронили парня в Австралии, в его родном городе Сиднее. В день его похорон пришло столько людей, что пришлось перекрывать движение улицы. Тысячи незнакомых с ним лично пришли отдать ему последнюю память. С момента, как его не стало, прошло уже почти 2 года. Но Али и сегодня приносит радость в жизни и меняет судьбы тысяч людей. Его фонд и по сей день строит школы, больницы, садики, содержит детские дома и поставляет продукты в этом нуждающимся.
Возможно, эта история молодого мультимиллионера станет всем нам примером, как нужно жить для других, а не только для самих себя. И особенно для тех, кто имеет финансовую возможность. Ведь деньги – это всего лишь бумажки, которые с собой не заберешь. И никто и никогда не знает, когда будет его последний день.